Обсуждение общих организационных вопросов по совершенствованию системы работы благотворительных организаций, а также актуальных проблем их деятельности – главная тема сегодняшней повестки. Но сначала слова благодарности и признания тем, кто делает мир вокруг себя лучше, помогает обездоленным, голодным и угнетенным. Насколько вы душ людей ласкаете, насколько вы своими действиями приносите радость многим людям, униженным, оскорбленным. 2024 был насыщенным и плодотворным. Мир увидел и услышал о сплоченности и единстве ингушского народа благодаря представителям благотворительных фондов республики, что собрались сегодня в парламенте. Благотворительный сектор – это, наверное, самый сплоченная группа, и благотворительные фонды самые сплоченные в своей деятельности. Во всех своих начинаниях, во всех своих мероприятиях они советуются, делятся информацией, проводят круглые столы, то есть обмен опытом. То есть мы уже больше 13 лет в сфере благотворительности, и это очевидно. Результат мы видим. Да. Естественно, это жертвенность и самоотдача руководителей благотворительных фондов и сотрудников благотворительных фондов. Поддержка семей из сектора газа, продуктовая помощь пострадавшим, приобретение технических средств реабилитации, вклад в развитие донорства крови и костного мозга, оплата лечения, гумпомощь палестинцам, а также жителям Курской области, строительство домов для оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержка одиноких пожилых людей и маломобильных граждан, организация конференций и семинаров, развлекательные мероприятия для детей. Всех добрых дел перечесть трудно, да они и не считают, а просто совершают благие дела. 2024 год был очень насыщенным для нашей организации. У нас были новые успехи, достижения, реализация проектов. И мы в первую очередь выражаем благодарность людям, которые поддерживают нас и в наших начинаниях. Это действительно очень ценно и важно. Вообще благотворительность на Северном Кавказе и в частности в нашей республике, она набирает обороты, и доверие населения к благотворительным организациям растет, что не может не радовать. Качественная помощь, которую оказывают благотворительные фонды, она действительно очень нужна. Кроме того, хочу отметить, что популярностью стали пользоваться образовательные проекты, которые нацелены на то, чтобы помогать всесторонне нашим подопечным, не только оказывать прямую материальную помощь, но также помогать им в получении каких-то новых знаний и навыков, которые помогают с приобретением профессии. Благотворительный фонд «Тешим» совместно с Миннацем Ингушетии и предприятием «Сад-Гигант» в 2024 году провели работы по расселению беженцев из сектора газа. Распределена и оказана помощь на 122 миллиона рублей. Это закупка и продуктов, и медикаментов, а также одежды и мебели как в Палестину, так и в Курскую область. Самый масштабный, самый сложный, ну и самый такой душевный проект – это работа по расселению беженцев из Палестины, из Газа точнее. Эта работа проделалась совместно с садом «Гигант», то есть финансовую нагрузку на себя взял сад «Гигант», организационную работу взял на себя фонд «Тешим». Их расселили по квартирам. Сад «Гигант» выделил крупные суммы денег с расчетом на год питания и с расчетом на 2 года проживания. Вот. Также со своей стороны Миннац оказал содействие в обеспечении всех граждан из Газы документами для того, чтобы они получили гражданство. Соответственно, после получения гражданства они получают все социальные выплаты, которые получают граждане Российской Федерации. Фонд «Мубарак» построил дома для малоимущих. Фонд «Ихсан» в прошлом году перевел на ингушский язык популярный мультфильм «Кунг-фу панда». Также фонды «Вошел», «Садака», «Мир добра», «Тешим», КПЦ «РС», «Живое сердце» отличились огромной благотворительной работой и волонтерской деятельностью. Всего за 2024 год регион оказал помощь на 280 с лишним миллионов рублей.
Конечно, обсудили и то, в каких направлениях дальше следует развиваться благотворительному сектору республики. В частности, затронули вопрос борьбы с мошенничеством. Это трудности, с которыми сталкиваются фонды. В заключительной части мероприятия присутствующих наградили почетными грамотами за активную благотворительную и волонтерскую деятельность. Адам Мережков, Султан Магушков, Магаз 24.